Каждый человек волен выбирать свой путь становления. Одни подаются в космонавты, вторые в учителя, выбор третьих падает на профессию врача. А есть и та когорта людей, которые посвящают свою жизнь становлению молодого государства. Культура и политика всегда были связующим звеном, а иной раз кажется, что это единое целое. Культура – это, знаете, большое значение имеет для государства. Вот чем государство знакомо другими государствами, чем знакомиться? Конечно, знакомятся они людьми, скажем, нашим руководителям. А вот познают Кыргызстана через культуру, через наших писателей, через художников, через артистов. Экс-министр культуры Кыргызской республики, ныне директор музея Фрунзе Джумагуль Нусупова посвятила свою жизнь партийной работе. Жизнь этой прекрасной киргизской женщины, мудрой и энергичной, жесткой и требовательной, многообразна. Она внесла существенный вклад в укрепление государственности республики, осуществление культурного строительства. С ее именем, безусловно, связано проведение культурной политики, совершенствование системы просветительских учреждений, воспитание поколения творческих квалифицированных кадров. Она такой открытой душой, с радостью поддерживала все те кадры, которые молодые кадры, которые заканчивали и начинали работать. Ну, в наше время я, когда ведала культурой, мы не говорили, как нужно писать писателю, скажем, как нужно рисовать или как нужно пьесу создавать. Это же творчество. И поэтому сейчас эти драматурги, с которыми я сейчас общаюсь, они меня к своему юбилею приглашают. И они прекрасно знают, и что у нас работала репертуарная коллегия, где принимали произведения писателей. Работая министром культуры, она принимала активное участие в строительстве Государственной филармонии имени Сатылганова, Национальной библиотеки, реставрации Национального театра оперы и балета имени Молдыбаева, оказывала помощь в строительстве и реставрации сельских клубов, создании новых краеведческих музеев в районах и сельской местности республики. В 1984 году полностью с репертуаром выступали в Большом театре. Начиная там спектакли, Дан Карлоса показывали. Вот тогда нас познали, сказали, какая Киргизская республика, как она выросла с комуза на Большую симфоническую оркестра. И удивлялись. И когда наши русские певицы пели, там они спрашивали, вы киргизы, да? Это было интересно, что такое. Вот я там месяц с ними была там. Алло, добрый день. Здравствуйте. Юбилей? Хорошо, хорошо. А во сколько? Сегодня все юбиляры, поэты, писатели, драматурги, артисты приглашают Джумагуль Нусуповну к себе званым гостем. Ведь прошлое свежо, когда она, будучи министром, бытность их становления всячески их поддерживала. Особое внимание Джумагуль Нусуповна уделяла подготовке высококвалифицированных кадров в области культуры и искусства. В 1982 году Министерство культуры организовало конкурс среди учащихся хореографического училища республики, на котором были отобраны для школы выдающегося танцора и народного артиста СССР Игоря Моисеева юноши и девушки с целью их обучения и пополнения ими танцевального коллектива «Акмарал». Меня вызывает Джумагуль Нусуповна и говорит, так, 12 детей отправляешь в Москву, 12 детей отправляешь в Ленинград, в хореографическое училище в Ленинград, сейчас ныне Академия русского балета Вагановой, и 12 детей в Москву к Игорю Моисееву. А вообще-то попасть к Игорю Санычу Моисееву, это так сложно было в то время. Мы выбрали 20 человек, чтобы Моисеев, чтобы он подготовил нам. И вот мы выбрали, комиссия прям выбрала, и вот они выучили там 4 года. И вот сейчас костяк составляет, ведь неплохо, уже, но они тоже стареют. Вот где они учатся? Они вот в Чокоевой учатся, оттуда не только идет в балет, идет и наш Акмарал. Ее ум, энергия, справедливость и дальновидность сегодня заставляют восхищаться. Джумагуль Нусуповна, она в тот момент проявила себя настоящим человеком стратегии. Она думала о будущем киргизского искусства, особенно киргизского, так сказать, балета. Вот. И получилось так. Вот Игорь Александрович, например, убирает ученика какого-нибудь, который не успевал учиться,
что делать? Я прихожу, говорю: Джумагуль Нусуповна, что делать? Она говорит: бери другого ребенка, я тебя посылаю в командировку, отвози его, чтобы места не пустовали. Вот. И так было вот, где-то с 3 детьми, наверное, что приходилось заменять все время. А сколько мы режиссеров в Москву посылали, чтобы выучить, начиная оперного, кончая драматического, да и кинорежиссеров. Джумагуль Нусупова принимала активное участие в общественно-политической жизни республики. 5 раз ее избирали депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Вы знаете, в то советское время женсоветы были районные, и областные женсоветы, где женщины руководили, и женщин-активистов, растили женщин. Их привлекали, скажем, директорами школ, директорам предприятий. А потом в советское время в райкоме каждый 3-й секретарь была женщина. Вы понимаете, вот посмотрите, те женщины, которые сейчас, Пакон Чална, Ташбекова, скажем, еще кто, Бегматова, не говоря уже областных женщин, столько было женщин много. На ее жизненном пути было много встреч с яркими людьми. У одних она училась, другим помогала, а многих талантливых видела на сцене. Она решительная человек, а самое главное, мне нравились ее честности, открытости, благожелательности творческим людям, не только мне, и моим товарищам, и другим деятелям культуры. На фестивалях, днях культуры мы постоянно ездили в разные города и республики вместе. Было очень приятно видеть, как Джумагуль Нусуповна беспокоилась за каждого в отдельности. Это говорит о ее безграничной человечности и внимании. Надо их финансировать. Если будет финансировать драматургов, их собирать, создавать комиссию, сказать, что пишите, мы будем вас оплатим. Это ж так сейчас. Сейчас такая рыночная. Если оплатить, они с удовольствием. Свою трудовую деятельность Джумагуль Нусупова начинала в 1949 году, старшей пионер-вожатой в школе номер 11 в городе Фрунзе. А в 1953 году окончила Киргизский женский педагогический институт. Я была преподаватель русского языка и литературы в киргизских школах. После окончания вуза я стала комсомольским работником. И мы вот, это считайте, 60-е, 50-е годы, 55-е годы, это было поднятие таких вот, инициатива такая была комсомольская. Мы прямо даже комсомольцев отправляли строить, значит, кошары, все это поднимали, культуру в клубах самодеятельности. Все это я не думала, что буду культуру ведать. Ну, судьба так меня определила, что я после партийной работы, которой я работала почти десятки лет первым секретарем Первомайского райкома партии, она была у меня связана с писателями, с художниками, потому что эти коммунисты состояли в партийном учете в Первомайском районе. В 1960 году Джумагуль Нусупова секретарь горкома партии по идеологии. В 1962-м ее избрали первым секретарем Первомайского райкома. В 1963-м ее впервые избрали депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, а в 1970-м ее уже переводят заведующей отделом культуры ЦК Компартии Киргизии. Я очень благодарна судьбе, что самые лучшие годы моей жизни, юные наши годы, прошли вместе с Джумагуль Нусуповной. Мы с ней встретились. Это был, наверное, впервые где-то 50-й год. Она тоже была юная совершенно, и мы многого чего не знали, но нас очень-очень учили прекрасные люди. Мы пришли от первичной организации какой-то в комсомол на руководящую работу. Фрунзенский обком комсомола. Это звучало гордо. Мы проводили очень интересные мероприятия, и мы гордились тем, что пионеры нам смотрели в глаза, и что мы их чему-то там учили. Но мы сами каждый день учились чему-то. Я видел министров, которые растаскивали годами нажитые, десятилетиями нажитые. Но я видел других министров, я имею в виду Джумагуль Нусуповну, которые сохранили все ценное.
течение 7 лет, с 1953 по 1960 год, Джумагуль находилась на комсомольской работе, затем многие годы на партийной. Мне было 29 лет, и министерство представило на меня, значит, представление в райком партии, чтобы согласие получить заместителя министра пищевой промышленности. И когда я после узнала, когда пришел человек к ней, зашли получить от нее согласие, она встала со своего стола, обняла этого человека, говорит: здорово, отлично, молодцы. Как вы поддерживаете вот эти молодые кадры, всего 29 лет замминистра. Вот это вот ее очень характерно ей. Она вот так не только ко мне, она относилась ко всем так. Вообще, что любите читать? Я люблю читать мировую литературу, но из них нашу айтматовскую, потому что это мне ближе. Тема войны. Я, как говорится, дитё фронта была тоже. Поэтому его рассказы, его повести. Ну, и последнее я хочу почитать его тоже, как вот он же теперь, кроме его первый Джамиля, первый учитель. А сейчас вот что он пишет, тоже интересно. Хочется познать, о чем идет речь. Поэтому я читаю много это. Но я люблю Куприна. Вы понимаете, я перечитываю иной раз, по несколько раз его рассказы. Потому что очень прост, доступен. Поэтому я сама как преподаватель, как говорится, литературы, ну, для киргизских классов, я очень много прочитала мировую литературу. Потому что надо им рассказывать, доходчиво это все. Поэтому я часто, когда бывает свободное время, я читаю Айтматова, читаю. И смотрю Казат Ахматовича, что мы с ним работали. Вот я его тоже смотрю, его романы. Молодой, конечно, но тоже интересно пишет. Была очень строгая, справедливая женщина с очень красивыми и добрыми глазами. Вот так я ее, как говорится, вспоминаю. Она была еще тогда молодой. И в ней отличительная черта руководителя – это доброжелательное отношение. И особенно она хорошо относилась к кадрам, ну, к растущим кадрам молодых женщин, девушек. Вот поэтому с ее района очень много вышло руководителей, женщин, которые вот после стали руководителями различных министерств, ведомств, предприятий, организаций. Вот ее широта души, ее вот это вот, ну, как бы такое правильное отношение к кадрам, она их ценила по работе, по знаниям. И никогда не, мне кажется, у нее никогда не было даже чувства того, что сейчас говорят разные коррупционные и так далее. Это у нее отсутствовало, и вот это нас и привлекало к ней. Родилась Джумагуль Нусупова в 1931 году в городе Фрунзе в семье крестьян-земледельцев. Отец Балтабай Агалаков и мать Айтбюбю растили детей, 3 дочерей и 2 сыновей в любви и строгости. Роскоши в их семье никогда не было, но в почете и примером для всех были трудолюбие и терпение. У меня были братья, они погибли на фронте. Мама была очень такая... Там же у нас украинцы, русские, переселенцы в этой улице, прямо где мы жили. Она в совершенстве владела русским языком и вообще общалась так вот хорошо с нашими. Я выросла среди именно этих людей, которые переселенцы здесь. Отец Джумагуль был простым, трудолюбивым человеком, но он рано ушел из жизни в 39 лет. А мама, чуткая, обаятельная женщина, которой Джумагуль старалась помогать во всем, и в домашнем хозяйстве, и в земледелии, растила детей самостоятельно. Требовательно, щепетильно, педантично и лаконично. Вот уже в течение 17 лет Джумагуль Нусуповна является хранительницей очага дома Фрунзе. Благодаря ее стараниям здесь все в целости и сохранности. Вот гитара мама Фрунзе играла все время, да. Она была музыкальная. Собирались здесь, значит, друзья. И вот она в гитаре пела. И вот, видите, мы как сохранили. Мы каждой вещи храним. Вот смотрите, тарелка какого
года эта тарелка. Вот именно то, что отец Михаила Васильевича Фрунзе здесь сидел. Значит, он сидел во главе. И вот тарелку, смотрите. Это собрали этот материал еще, когда делали настоящий музей. Вот, все это. Сколько лет музею? Музею мы отметили 80 лет в этом году. В 86-м году мы отметили 80-летие. Это первый музей в республике. Являясь директором мемориального дома-музея Фрунзе, Джумагуль Нусупова руководила работой в создании Государственного дома-музея дважды Героя труда Кайназаровой, музея Розакова, военно-исторического музея Героя Советского Союза генерал-майора Панфилова, а по настоящее время оказывает им методическую помощь. Мы у нас по плану должны вот в октябре выставку про 160-летие прибывших в Кыргызстан тунганов. У нас как идет сейчас обстановка? По-моему, сейчас материалы работники собрали, да? Вот так наша героиня совместно с коллективом планирует проведение очередной выставки одного из народов мира в здании музея Фрунзе. Ею были инициированы и организованы серии выставок киргизского, русского, еврейского, казахского, узбекского и других народов. Каждый год музей открывает выставку «Салют Победы», где экспонируются реликвии участников Великой Отечественной войны и ветеранов-кыргызстанцев. При этом большое внимание уделяется женщинам-фронтовикам, созданной стационарной выставки. Джумагуль Нусуповна провела очень большую работу, то есть она внесла много сил и энергии в реставрацию мемориального дома, который является архитектурным памятником XIX века, а также при обновлении экспозиции зала Фрунзе и современность. Всю свою энергию, силу наша героиня отдает делу развития музея. Можно сказать, что ее жизнь неразрывно связана с ним. Вместе с коллективом она пережила нелегкие времена, выстояла и сохранила музей в период частых нападков со стороны бизнесменов. Первый музей в республике. Это первый музей вот в этом доме открывался. У нас сперва музей революции, потом уже после смерти Михаила Васильевича Фрунзе мы увековечили дом, его дом Михаила Васильевича Фрунзе. Но он наш земляк, он наш, как говорится, родился. Вот в этом доме родился он. Сохранение этого музея, это история нашего, даже нашей культуры, наше образование. А папа, помните, вы нас учили стрелять, когда мы отдыхали на даче? Да, Зорочка, это воздушная винтовка была. Помнишь, да? Да. Правильно вспомнила это. Я вас учила, чтобы вы могли метко стрелять. Это тоже одно из спортивное. Поэтому мы весело жили на даче, правильно? Да. А это внуки, правнуки и дети собрались за столом поностальгировать о прошлом. Все же Джумагуль Нусуповна счастливый человек. Она окружена особым вниманием и теплым отношением. Как говорится, что посеешь, что и пожнешь. Внуки делятся впечатлением наперебой. Бабушка никогда, вот, когда приходила с работы, никогда не показывала свою усталость. Наоборот, всех внуков собирала за столом, мы пили чай, говорили, что у нас в школе происходит вообще, как у нас в жизни. Бабушка для нас не только как бабушка, наш друг, советчик. Это очень добрый человек, очень отзывчивый, понимающий, который всегда идет навстречу людям, очень добродушный и открытый. Дома она очень ласковый человек. Она даже иной порой не может даже нас поругать. Просто скажет несколько слов, улыбнется и все. Вот мы ее очень-очень сильно любим. Она нас воспитала, она, как сказать, нам дала культуру, дала, как сказать, общаться правильно с людьми. Благодаря нашей бабушке наша семья очень дружная, сплоченная и крепкая. Я очень люблю Джумагуль Нусуповну как свою маму. И благодаря Джумагуль Нусуповне я научилась очень высокой культуре, можно сказать. Благодаря ее наши родственники все вместе объединились и живем очень дружно. 40 лет рука об руку прожила супружеская чета Джумагуль и Токбай. Он был по профессии юристом. Долгое время работал заместителем прокурора города Фрунзе, а позднее подался в науку. Но все это время он поддерживал любимую супругу во всем, и в быту, и в работе. У меня муж, вот, отец моих детей, вот видит, что я иду, он не стал ревновать к этому, потому что это зависело от меня, конечно, как повести. Он пошел в науку. В 40 лет пойти в науку, представляете, надо кандидатскую. Вот он пошел, говорит, я буду детей учить, чтобы дети мои были образованные. Они жили душа в душу, и мы
брали с них пример, и наша семья такой крепкая. Мама очень с папой хотели, чтобы мы имели второе образование. И в детстве я это глубоко не понимала и завидовала сверстникам, что они только в школе учатся, а мне надо было учить сольфеджио, музыку. И сегодня я очень благодарна, потому что именно благодаря тому направлению, тому желанию мамы. И, вы знаете, мы посещали театр, это и оперный драмтеатр, и, в общем, спектакли, когда на гастроли приезжали с России. И как-то с детства мы постоянно ходили, и прививалась культура. И сегодня я просто очень благодарна. Благодарна тому воспитанию, тому передать вот то искусство, красоты, вот, музыки, поэзии. В тем, что мама у меня не только работала в сферах партийного, государственного деятельности, но и как мать, как хозяйка была дома настоящей женщиной. То есть для нас была воплощением добра, внимания. Джумагуль Нусуповна безгранично гордится своими детьми. Сын Чулпонбай – доктор философских наук, член Союза писателей Киргизской республики. Дочь Жанел, имея за плечами медицинское образование, является топ-лидером компании KGC, а старшая Чулпон – прекрасный композитор. Кстати, благодаря подарку родителей она решилась стать музыкантом. Фотографию Петра Ильича Чайковского тогда еще продавались. Такие были фотографии ученых, музыкантов на подставочках таких. И 3 пластинки. Это, значит, органная музыка, как раз произведение Баха, 5-ю симфонию Бетховена и соль-минорную симфонию Моцарта. Вот эти 3 пластинки, которые мы с сестрой слушали, ну, с утра до вечера, можно сказать. Безусловно, у Джумагуль Нусуповой благодаря партийной школе принципиальный и требовательный характер. Но при всем этом она безгранично доброжелательна. Сегодня она окружена внуками, детьми, правнуками. Многие бы на ее месте мечтали о таком дружном, искреннем семействе. Женщина – это символ мужества, красоты, гармонии, обаяния, доброты. Вы знаете, какая она величественная. Вы знаете, вот люди, которые просто обращаются к ней, она всем помогает. Ее заслуги были достойно оценены Родиной. Она была награждена многими орденами и медалями. Высокая образованность, острый ум, такт, обаяние, умение вести разговор на многие темы и при этом внимательно слушать собеседника. Вот что отличительно в характере Джумагуль Нусуповой. Джумагуль Нусуповна, позвольте задать вам блиц-вопросы. Ваш знак зодиака? Я телец. Любимый вид спорта? Студенческие годы стрельбой. Я попадала в цель. Любимый фильм? Я все время смотрю девчат. Актер? Чоп Моров. Любимая актриса? Ходокеева. Любимый певец? Немчелкаев. Излюбленная певица? Сартбаева. Любимое время года? Мне осень нравится. А что вы скажете по поводу цвета? Бледно-розовый. Что вы цените в людях? Порядочности. Вы знаете, простоту в людях, понимаете, незазнайство. А что не приемлете? Непорядочность. Вы сильный человек? Я думаю, да. Ваш девиз жизни? Жить, продолжать. Кыргызстан для вас это? И это моя родина, которую я выросла, она меня вырастила.